Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры. Хотелось бы разговор начать с того, что мы с Дарьей познакомились в среднеазиатской общине, когда и я, возможно, и она, мы попали туда в первый раз. Там я, кстати, и узнал, что есть, оказывается, татарское общество, вот, здесь, в Москве, крещенные. Я об этом не знал, но я точно знал, раз я татарин и принял Господа нашего Иисуса Христа, то я знал, что есть такие же подобные мне люди, конечно же, в нашей стране. Я такой не один. Ну, она меня попросила, Дарья, чтобы я, как может быть, взрослый человек уже, рассказал, как я принял христианство, какие меня на это побудили причины, и что заставило меня поменять веру. Можно сказать, что веру я не менял, у меня ее и не было. Ни в Аллаха я не веровал, ни в Господа, ни во все остальное. Но могу уверенно сказать, что я жил по всем, скажем, правилам, что ли, мусульманства. В мечеть я не ходил, я не молился, но если где-то собирались, там, пусть на никахе, пусть где-то там на похоронах, где-то еще в обществе, я всегда, конечно же, был в середине и всегда вместе с ними, по их традициям, по их обычаям, обязательно поднимал руки, Аллах Бар, и все это у меня было на самом деле, но я его не понимал, и не понимал то, что я на самом деле верую я или не верую. Просто я жил, как мы говорим, по роду. Я мусульманин по роду. Во всех поколениях, которых я знаю, за 4 поколения, я являюсь первым, кто в своем роду покинул отца, мать, дом, земли, жен, дети, родных, близких, сестер, братьев, друзей, всех оставил, чтобы принять в сердце моего Господа нашего Иисуса Христа. С этих пор я и стал христианином. Дарья меня попросила, чтобы я, если вам не трудно, говорит, рассказать про все то, как это все произошло. Я стал, сначала я как-то не понимал, перед камерой я как будто бы никогда не проповедовал и никогда не рассказывал. Я и не знаю, как это делать. И долго я пытался, 1, 2, 3, 4, 5, сколько этих съемок, и не знаю, получится, не получится это. Как получится, так и получится. Поэтому, если что-то я не так скажу, вы меня простите за фон, какой здесь я, в каком нахожусь. Это я еле уединился от всего, потому что нигде меня все время кто-то окружает, или я с кем-то общаюсь, поэтому нашел место такое, и сел тихо и рассказываю вам. Меня звать Ульфат в миру, а духовное мое имя Иоанн. Фамилия моя Хамитов. Я уже взрослый человек, я 63-го года рождения. Уже дед, отец взрослых детей. А христианство я принял в Башкирии, родина моя Башкирия, столица Уфа, наверняка знаете. Там я принял христианство в церкви Святой Мученицы Татьяны. Принял я в 2005 году. Вот уже этот год, по годам, 14 лет, как я во Христе.
С тех пор я живу жизнью христианина. На самом деле я начал ее жить прям с самого первого дня. Я не пью, не курю, и дай мне, Господи, никогда. Я не матерюсь, стараюсь никогда не ругаться ни с кем. Вот. И стал, конечно же, только по воле Господа принимать на себя ругательство или там, когда меня обзывают, то есть учиться великому достижению христианства, смирению. Это, вы знаете, не так уж просто, когда тебе на самом деле плюют в лицо или там матом или что-то обзывают, и когда у тебя есть возможность, ну, просто ответить чисто физически или просто так же словесно, так, куда послать, но ты смиряешься. Конечно же, это на самом деле оказывается тяжело, но когда ты это проходишь, ну, идешь по этому пути и удивляешься, что там позади тебя, это действительно великое достижение над самим собой, работа над самим собой. Поэтому в этом плане, конечно же, это христианская школа. Нет другой школы на земле, которая бы учила этому. Ни в одной религии смирения нету. Ни в одной религии, как в христианстве, нет ни милосердия, ни такой сострадательности, такой сожаления нет и быть не может. Оно не может только по одной причине, что в этом или в этой религии нету Духа Святого. А где нет Духа Святого, там не может быть, там пустота, там ширма, просто слова. Кто бы ни был, любая религия, которая существует вне Господа Иисуса Христа, кто бы мне что ни говорил, после того, когда я пришел в мусульманство, это все пустота. Ты не попадаешь в Царство Небесное. Хочу сказать, что по своему жизненному опыту я ни разу, повторяю, не слышал и никогда не знаю такой религии, которая бы проповедовала зло. Будь то индуизм, мусульманство, Конфуций, и что бы там ни было, я ни разу не видел такой религии. Но только в одной религии есть спасение души. Это религия Господа Иисуса Христа. И нельзя в нее верить фанатично, как будто нет у тебя ума. Вера должна быть умна, каменная, ясная. И никакой иначе. Ты должен все время мыслить. А не так фанатизм – это болезнь. Фанатизм – это агрессия.